Салем Дусархалай Саздар, Кюнель Халай. Приветствую вас, друзья! И с вами снова канал о том, как легко и просто научиться читать по-казахски. И сегодня предлагаю вам научиться читать фразу, которая звучит следующим образом. Келиунуздан максат. Келиунуздан максат. Келиунуздан максат. Цель вашего приезда. Ну, вы же можете такое услышать, да? Теперь вы узнаете, как это прочитать. Погнали! Все, снова каждое слово делим по слогам. Ке, келю, келюныз, келюныздын. Если не получилось, то сейчас все получится. Ке, келю. Л произносится мягко, но дальше все-таки идет буква У, а не буква Ю. Келю, келю. Пробуем. Ке, келю. Затем у нас идет окончание, которое показывает, что мы обращаемся на «вы». Келюныз, ыныз, ыныз, ыныз. Палочка с точкой здесь практически не читается. Это лишь намек на букву, но научиться ее произносить все-таки нужно. Это нечто среднее между буквами «ы» и «и». Попробуйте кончиком языка дотянуться до нижних зубок и на полуулыбке произнести нечто среднее между этими буквами. Ыныз, ыныз, ыныз. И когда сейчас вы тренируете ыныз, произносите обычную букву «н». Ыныз, ыныз. Мы ведь тренируем не букву «н» с хвостиком, а именно палочку с точкой. Ыныз. Ыныз, келюныз, келюныз, келюныз. Получается? Думаю, что получается. А теперь как произнести «н» с хвостиком? Тоже все просто. Что мы делаем? Мы кончиком языка тянемся к верхнему небу. А магия заключается в том, что мы до него не дотягиваемся языком, но при этом произносим букву «н». И у нас получается сонорная буква «Н», или как она называется в английском языке, дифтонг в сочетании с буквой «G» в слове «English». Да, кажется, это так называется. Я загляну в словаре, посмотрю, ну и вы заодно посмотрите. Келю, келюныз, келюныз. Палочка с точкой практически не читается. Келюныздын. Дальше окончание «дын», «дын», «дын». Тоже ничего сложного, палочка с точкой практически не читается, а «н» с хвостиком вы только что научились читать. И вот первая часть нашей фразы готова. Келюныздын, келюныздын, келюныздын. Получилось? Думаю, что получилось. Идем дальше. Максат, максат. В конце мы слышим букву «ы», которая практически не читается. Но она здесь пишется, причем обязательно, потому что это именно словосочетание, а образуется оно именно таким образом. К главному слову «максат» — это цель, к этому главному слову в словосочетании прибавляется окончание притяжательности, а к первому слову, которое там стоит, прибавляется окончание родительного падежа. Да. Учимся читать слово «максат». Максат. Вообще в словаре будет именно максат без буквы «ы». Оно будет означать цель. Окончание «ы» в данном случае для того, чтобы образовалось именно словосочетание. Ну, таковы правила. Для главного слова одни окончания прибавляются, для второстепенного слова другие. В общем, это именно грамматика, которую я не хочу объяснять. Итак, слово «максат». «Мак», букву «к» вы уже умеете читать. Попробуйте через нее просто откашляться через букву «к», и у вас все получится. «Мак», «максат», «максат», «максата». «О», «о». В конце у нас буква «ы», которая практически не читается. Итак, читаем все вместе. «Келюныздын максат». Келюныздын максат. Келюныздын максат. Ваша цель приезда. Ну все, друзья мои, я надеюсь, что вы научились читать еще одну фразу на казахском языке. Поняли, что это очень легко, поэтому лайки, шмайки, комментарии, репосты приветствуются. Все. Пока-пока.